В прошлом году поисковики из Коми подняли самостоятельно останки 27 бойцов, а совместно с отрядами из других регионов удалось найти более 100 солдат. К сожалению, зачастую имена их остаются неизвестны, хотя бывают исключения. Отряду «Наследие», который возглавляет Сергей Таскаев, в прошлом году удалось найти бойца с медальоном и пролить свет на судьбу красноармейца. Рядовой ЮНТ, уроженец из Ленобласти, 19-го года рождения. Ну, это большая удача. Его нашли в братском захоронении, так называемое санитарное захоронение при медсамбате. И при нем был медальон. Первый отряд из Коми отправится на поиск уже через 2 недели. Как и в прошлые годы, работать будут в районах, где почти 80 лет назад шли самые кровопролитные бои. В тех полях, лесах и болотах до сих пор лежат останки воинов, погибших на той войне. Традиционно это Новгородская область, Смоленская область, Тверская область, Республика Беларусь. А также в этом году поедем мы в Орловскую область в первый раз. Ну и в мае один из наших активистов, Александр Панов, командир поискового отряда «Луч», примет участие в международной экспедиции на Халкин-Гол. Сражение на реке Халкин-Гол между советско-монгольскими войсками и милитаристской Японией многие называют не полноценной войной, а вооруженным конфликтом. Хотя именно здесь загорелась полководческая звезда Жукова. Бои шли с мая по сентябрь 1939 года. В советский период, да и в современной России, эти события освещались редко. Хотя по разным оценкам историков, в боях погибло от 17 до 19 тысяч красноармейцев, и многие из них до сих пор не найдены. Российские поисковики работают там на самом деле с 2004 года. Найдено было около 130 останков советских воинов, но в этом году впервые эта вахта проводится на официальном уровне, то есть при поддержке российского посольства в Монголии, при поддержке монгольского Красного Креста, при поддержке пограничной службы Монголии. То есть это будет официальная международная вахта, где результаты этой поисковой экспедиции можно будет уже внести в какие-то документы, которые будут потом полезны для ведения каких-то исторических справок, составления сборников и так далее. На открытии вахты памяти глава Коми Владимир Уйба вручил поисковикам государственные награды за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих. Поисковик является связью между тем, кто сложил свою голову за нашу Родину, за нашу отчизну и сегодняшним временем. Не зря говорят, что вы пропускаете войну через свои руки. И это поистину святая миссия. Поисковое движение в республике существует более 20 лет. За эти годы захоронены останки 27 погибших уроженцев Коми края, чьи имена удалось установить. Но работы у поисковиков еще очень много. Не зря говорят, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.